рассмотрели. У нас сегодня публичное обсуждение по итогам второго квартала правоприменительной практики Ингушской УФАС России. Особенностями второго квартала у нас есть то, что утвержден основа стандарта развития конкуренции правительством Российской Федерации, на который необходимо перейти всем органам исполнительной власти муниципальных образований Республики Ингушетия. Если раньше национальные проекты не были связаны с национальным планом развития конкуренции, то есть сейчас идет указание президента Российской Федерации о том, чтобы при реализации национальных планов, национальных проектов необходимо учитывать первостепенное значение имеет национальный план развития конкуренции. То есть у нас, получается, национальные проекты не просто нужно реализовать, но нужно их реализовать максимально открыто и прозрачно. В этой связи нами уже выявлены по 3 аукционным нарушениям. Это у нас при проведении торгов Министерством природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия на выполнение берегоукрепительных работ на реке Синий Камень, сельское поселение Средние Чулки Молдавецкого района, выразившись в нарушении норм закона контракт 7, часть нарушения требований к содержанию аукционной документации. Следующая жалоба у нас была на Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия на выполнение работ по строительству объекта строительства детского сада на 220 мест в городе Сунже и сдачи его в эксплуатацию. И еще одна жалоба у нас на строительство школы на 704 ученических мест в прибрежной парковой зоне города Маграса Республики Ингушетия. По всем 3 аукционам, рассмотрев жалобы, признали жалобы обоснованными. По итогам проведения внеплановой проверки также были выявлены многочисленные нарушения, выданы предписания, внесение изменений в документацию и отмене всех протоколов, которые были составлены. Поэтому очень пристальное внимание в этом плане будет уделяться национальным проектам. Кроме того, у нас еще есть поручение Центрального аппарата ФАС России о проведении проверок и из Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Следующее у нас это отмена роуминга. Как вы знаете, роуминг полностью отменен в Российской Федерации. О нем более подробно наш сотрудница Даульбекова и Лиза расскажет. И, как вы знаете, сектор госзаказа, кто в этой сфере занимается, из присутствующих, у нас очень большие изменения. Со времен принятия 44-го закона такого крупного пакета изменений еще не было. С 1 июля вносятся очень большие изменения. Вот, как в планировании, как в обеспечении контракта, ну и так далее, и так далее. Основополагающим там является то, что при строительстве больше не понадобится показатели, характеристики, которые предлагает сам участник. То есть при строительстве просто согласие нужно, и все. Орган местного управления либо орган республиканской власти объявляет торги на строительство чего-либо, и участник просто дает свое согласие. Но, естественно, при подтверждении его опыта выполнения работ в соответствии с 99-м постановлением правительства и так далее. Но здесь становится значительно легче участвовать в торгах. Мы надеемся, что это принесет экономию бюджету и более прозрачные условия участия в торгах. То есть такие отклонения, как были раньше, там, при 6 поданных заявках 5 отклонялись, 1 допускался, с ним по максимальной цене заключался контракт, и дальше это входило. Этого уже больше не будет. Плюс еще до конца года там еще ряд изменений будет, связано с тем, чтобы не было сговора на торгах. Сговор на торгах у нас очень сильно развито распространение приобрело в этой сфере, выявляется их очень много. Мы еще сегодня будем об этом тоже говорить. Если интересно, кому-то могу зачитать, если кому в госзаказе какие у нас изменения будут в контроле госзаказа, но это слишком объемный документ, поэтому, наверное, сэкономим время. Но на нашем сайте, на сайте Федеральной монопольной службы, там есть презентация касаемо изменений, все очень емко, кратко, все это указано и описано там. Поэтому так мы начнем тогда с тех нарушений и возбужденных дел по 135 федеральным законам, которые у нас были по итогам второго квартала 2019 года. У нас он Башир Асканов, поэтому я бы вначале прочитал коротко о том, что мы статистику привел. Это за второй квартал 2019 года у нас возбуждено рассмотрено
два дела по статье 10 защиты закона о защите конкуренции в отношении «Газпрома» «Регионгаз» и «Газпрома» газораспределения Назрани. Также было выдано одно предупреждение по пункту 8 части 1 статьи 10. Далее у нас выдано одно предупреждение по статье 14.2. Это имеется в виду именно второй квартал. У нас раньше был первый квартал. Дальше выдано 10 предупреждений по статье 15 закона о защите конкуренции. Это нарушение заключения договоров при проведении конкурсных процедур. А также не были проведены процедуры по отбору управляющей компании на корпоративных домах. У нас в результате рассмотрения 12 дел администрации города Магаз была признана нарушить статью 15 закона о защите конкуренции. Это выразить мотивированном отказе, немотивированном отказе выдачи разрешения установки рекламных счетов на земельных участках. На основании данного решения было выдано также 12 предписаний с требованием прекращения действий, влекущих за собой ограничение конкуренции на рынке рекламных услуг. Далее у нас было одно дело по пункту 1, часть 1 статьи 17, это то, что, как Батыр говорил, это у нас отношения Минпром, Минприроды и Роснефть, Русстрой, нет. Это сбор отходов. То, что вы недавно говорили, что у нас сейчас одно из дел у нас было во втором квартале. Далее у нас одно дело было по признакам нарушения пункта 3, часть 1 статьи 17, как я сказал, и 3 дела по части 1 статьи 17 закона о защите конкуренции. Отношения это администрация города Малгобека и Министерство имущества и земельных отношений. Выявлены признаки нарушения при проведении процедуры торгов. Данное нарушение при проведении процедуры торгов. Также рассмотрим 4 жалобы по статье 4.18.1 закона о защите конкуренции. Данные жалобы были признаны обоснованными. Также по требованию прокуратуры во втором квартале 2019 года были проведены неплановые 3 проверки. По данным результатам проведенных контрольных мероприятий были выявлены признаки нарушения закона о защите конкуренции при проведении процедуры торгов. Это я как бы зачитал коротко, там у нас можно более детально смотреть каждое дело, если будет интересно, какое именно дело. Можно даже по каждому, по каждой статье по одному делу. Так, начнем, я думаю, мы сначала, 10 статьи. Это в нашем Ингушском было рассмотрено дело о нарушении законодательства будет по заявлению о холдинге «Горянка» на действия о «Газпроме» и «Регионгаз» Назрани. Фактически нарушение части 1 10 закона о защите конкуренции. Вырисили снижение давления подачи газа с 31 октября 2018 года и прекращение поставки газа вообще, если 18 ноября 2018 года. Так, в соответствии с частью 1 статьи 10 закона о защите конкуренции запрещается действие, бездействие, занимающее доминирующее положение хозяйственного субъекта, результат которого является или могут являться народным недопущением ограничения устранения конкуренции, ущемления интересов группы лиц, хозяйственных субъектов в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей. В качестве ответчика по делу были привлечены ООО «Газпром» «Межгаз» Назрань и также акционерное общество «Газпром» распределение Назрани. Согласно анализу Ингушского ФАС России, который был проведен при рассмотрении данного дела, является единственной организацией, которая осуществляет деятельность на рынке поставки газа на территории Республики Ингушетия. Соответственно, в отношении ответчика распространяют требования технического законодательства, в том числе и запреты, установленные в части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции. Так, согласно имеющему управлению информацией, документ между заявителем и ООО «Газпром» «Регионгаз» Назрани заключен был договор поставки газа 2017 года, что поставщик, то есть ООО «Газпром» обязуется поставлять с 1 января 2017 года по 31 декабря, также покупатель, то есть «Горянка», получать и оплачивать горючий природный газ, горючий природный сухой просто я имею в виду, прочитываю полностью. Да, я просто хотел рассказать про это дело, очень интересное дело. Мы возбудили дело в отношении «Газпрома» по жалобе Горянка, но потом в итоге прекратили в отсутствие признаков нарушения антимонопольного законодательства. Само дело, когда-то, получается, проложил кто-то трубу из пластика. Через эту трубу он подключился всеми правдами и неправдами к «Газпрому». В итоге, естественно, эта труба не приспособлена для того, чтобы там транспорт газов они производились, она начала дырявиться, и оттуда уже начал вытекать газ уже в наружную среду, и в том числе проникая в грунт, причинять условия близлежащим домам. Но к этой трубе, после того, как этот человек недобросовестно ее провел, и, как я сказал, на всеми правами подключился, к этой трубе по итогам потом еще 27 человек подключились.
И это в том числе предприятие «Горянка», которое достаточно Непосредственно в масштабах нашей республики, да, такое большое предприятие считается. Вот они тоже туда подключились. «Газпром», увидев утечку, вот там по жалобе граждан, отключили всех 28 потребителей да, вместе с «Горянкой». Вот после этого написали нам жалобу. Говорят, нас незаконно отключили. Да, естественно, их незаконно отключили, но изначально было незаконно подключение. Естественно, из-за этих 28 абонентов никто не позволит причинять опасность тем людям, которые там проживают рядом, да и просто там трасса проходит, чтобы трасса там была там взорвана в какой-то день. Это очень неприятно, нехороший момент. Это к тому, что мы обычно, когда подключаемся, это наша ментальность, мы не ждем, чтобы нам кого-то там «Газпром» пришел или МРСК пришли, нас подключили. Мы любим. Они нас тоже, конечно, в основном провоцируют, затягивая сроки, выставляя нам необоснованные счета. Но мы сами идем, подключаем, и после этого происходят такие у нас события, неприятные, очень неприятные события. Это, алхамдулилlah, что никому не причинило ущерба. Но из этой трубы газ вытекал. И вот он все весь накапливался. Это было очень опасно. Там здесь надо еще отметить, что непосредственно жалобщики иногда говорят, что сотрудники подключили, хотя документально это не подтверждено. Именно сотрудники распределения приходили, подключились более 5 роков, а на самом деле документально ничего не подтверждено договор. Плохо, что, зная о том, что это пластиковая труба, те же наши граждане, наши с вами братья и сестры, не сестры, но это братья, они приходили и новых абонентов подключали. Это пластиковой трубе новых абонентов. Ну, Регионгаз же деньги взимал, соответственно. Регионгаз взимал. почему не говорит, там нету нашей трубы, как мы можем у вас деньги взимать? Нет, труба есть, не их. Ну, не их нет, Они труба. не имеют права отказывать. Это Если не есть собственно, труба, да. да, они должны сами, соответственно, законодательству, они сами должны договариваться с собственником смежных сетей. Собственники, Нет, они это же не труба нашли. же должна быть по нормативам проходить. Ну, Тот мы же приходим, говорит, вот ты, и вот так вот просим, говорит, подключи нас. Труба же есть, но он подключи нас. Вот две штуки. Там еще надо отметить. Это неправильно, никто не говорит, что «Газпром» прав. «Газпром» не прав. Но руководство «Газпрома» в данном случае никаких документов не выдавало. Что просто сотрудники ходили по знакомству и так далее, подключали, акты выдавали, говорили, все в порядке, и тех изменений произошло. Это очень большой такой негативный момент. У нас еще надо отметить, что именно проводкой трубой занимается «Газпром» газораспределение, а непосредственно продажей газа занимается «Регионгаз». Да, это тоже «Регионгаз» все разные организации. не обязан проверять, просто договор поставки, они не поставляют, да. Я бы хотел бы дальше перейти к 15. Кстати, по результату данного рассмотрения комиссии Муниципальной были выявлены признаки нарушения, то же самое пункта 8, части 1 статьи 10, и выдано предупреждение. И на данный момент она, конечно, стадия исполнения только до 30 июня они должны исполнить. Просто хотя было прекращено само дело, но непосредственно при рассмотрении были выявлены признаки нарушения именно по... Там получалось, что газораспределительная компания, она не спрашивала у продавца газа, дочки, получается, «Газпрома», как произошло подключение и так далее. Просто взаимодействия между ними не было. Поэтому мы им сказали разработать административный регламент. Примерно о том, что сейчас озвучили, то же самое, не было взаимодействия, не знаю, как труба, что-то. Было данное разрешение. Да. Тот, кто продает, тот не знает, кто подключает. Тот, кто подключает, дает документ, говорит, я подключил. Тот, кто продает, не имеет права отказываться, раз есть документ о подключении, он с ним заключает договор и начинает для него брать деньги. Я думаю, как я сейчас зачитывал, думаю, будет неинтересно, более коротко, более понятно человек будем говорить. У нас было еще интересное дело по статье 15, значит, конкуренция. Это наше управление поступило обращение о эталон. Это рекламное агентство, оказывает рекламные услуги трафаретного света, рекламные услуги. Например, по мнению заявителей администрации города Макас, который содержит список нарушений части 15 года. Это было 12 у них 12 конструкций, которые они не давали разрешения на рекламу счетов. Далее, согласно уведомлению, талон обратился в администрацию, заявление выдачи разрешения на установку рекламных карту в земельных участках. Данные земельные участки были у них в соответствии с договором, они выиграли торги, в соответствии с данным торгом заключили договор. После того, как они обратились за выдачи разрешения на установку рекламных карту, им было отказано. Вернее, им было не отказано, а в течение 2 месяцев вообще
игнорировали, не отвечали и тому подобное. После того, как они обратились к нам с жалобой, нами было рассмотрено это дело, дана жалоба, и по результату мы выявили, да, что ответ в соответствии с статьей 4, статьей 15, решением отказа в решении должно быть мотивировано и принято органом местного самоуправления района или органом местного самоуправления городского округа. Изначально по следующему основанию. Там есть в пункте 15, то есть какие основания имеет право не отказать. Данный отказ был, соответственно, не мотивирован и не в соответствии с статьей 15, статьи 19 закона о рекламе. Таким образом, вышеуказанные основания являются исчерпывающими, и они другим отказом не имели права. Так, из изложенного выше следует, что мотивированный отказ администрации Горгаз выдачи разрешения на основе рекламного счета приводит или может привести к допущению ограничения устранения конкуренции. Так, нами был проведен анализ данного рынка, и мы выявили, что на территории Республики Урал, как и по всей Российской Федерации, что есть много субъектов, которые участвуют в данном рынке. Поэтому этот рынок был конкурентным, признан конкурентным. Поэтому управление в соответствии с статьей 39.1 было выдано предупреждение о том, что или откажите соответствие закону, или выдайте разрешение. На что они нам ответили, что у них подано в суд, потому что они хотят аннулировать данный договор и земельный участок забрать. Соответственно, данное предупреждение не было исполнено, и мы возбудили дела, и по результату данного дела были признаны они, что они нарушили данную статью 15 конкуренции и выдано предупреждение. Данное предупреждение еще срок не шел, поэтому у них еще есть время исполнить судьбу. То есть сам факт того, что мэрия, грубо говоря, берет просто без никаких-то Разработала правила, которым сама же перестала следовать. Им сказали, то есть они решили просто отказать и все. Просто не хотят давать. Ну, да, поэтому было возбуждено нами дело, и мы выдали подписание. Я думаю, в ближайшее время они исполнят. Договор был подписан администрацией города? Нет, договор изначально был подписан на данные земельные участки, изначально они были относились к естественным земельным отношениям республики. После проведения торгов, естественно, имуществом были, они выиграли, то есть это того выиграл торги, и с ними заключили договор. Но потом они перешли в администрацию, и там у них есть переход, как бы процедура, они передали администрацию. И вот я не знаю, почему, какие у них основания, но они не стали выдавать в связи с тем, что не они с ними заключали договор, хотели ведь заново заключить. Дальше у нас было также дело по статье 17. Данное управление, она хотя она не закончена, но она интересна тем, что в управлении поступила жалоба, общество соответственно «Чистый мир». Вы, наверное, все знаете, что такое общество «Чистый мир». Это те, которые у нас непосредственно носят у нас 1-2, скажем, грубо говоря, пришли. Поэтому они обратились в управление на неправомерное, по мнению именно о «Чистый мир», действия Минстроя, в которой содержит признак нарушения части 1, как я сказал, статьи 17. Защиты закона конкуренции, части нарушений при проведении процедуры торгов. В ходе проведения плановой проверки установлено, что Минстрой РИ 9 апреля 2017 года на официальном сайте торги было размещено извещение о проведении открытого конкурса на право заключить соглашение об организации деятельности по обращению с твердокоммунальным отходом срок на 10 лет. В соответствии с протоколом о «Чистом мире» было отказано в допуске. У нас также участвовал, это у нас была экосистема, да, экосистема выиграла, а о «Чистом мире» было отказано. В связи с тем, что они обратились и сказали, что у нас все документы, все было в норме, и они, как бы, необоснованно был отказ. На данном... Нам кажется, да, что тут есть признаки. Да, она хотя еще нет, но и там признаки есть нарушения такие, что был необоснованный отказ. В связи с тем, когда изначально было составление документации, у них сами критерии, по которым они отказали в «Чистом мире», у них не были установлены. То есть изначально они не установили, а потом, когда уже провели процедуру торгов, они взяли отказ по тем требованиям, которые не было самой документации. Я просто смотрю на Руслана, потому что вы обычно он так делаете. Не, я имею в виду не администратор, а вообще как администрация. Имеете в виду заказчики? Да, Так и назови своим Русланом. Да. Именно
разобрать именно в чем нарушение. Поэтому у нас еще также по статье 15 у нас обратилась прокуратура Солнечного района, из прокуратуры Республики поступили материалы проверки используя государственное муниципальное имущество образовательных учреждений. То есть именно ГВО, да, именно школьные, грубо говоря, если назвать своими словами, это школа. Школа, они заключили, у них оперативное управление, служебное управление, есть свое здание, которое им передало Министерство имущественных отношений. В свою очередь, они передали часть данного помещения дошкольного образовательного учреждения, что они дошколят обучали. Это нами было, и прокуратура выявила этот факт, и направили к нам. И в результате рассмотрения мы выявили, что у него должны быть, в соответствии с законом, провести торги, и данные торги были не проведены, и проведено без, вернее, заключения договора без проведения торгов. Нами выдано было предупреждение о аннулировании данного договора, и в срок они исполнили его, аннулировали договор и писали до соглашения, как я говорю, аннулировали договор. Это даже все. По госзаказу. Тарифа по госзаказу. По госзаказу. По И в рамках осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственного муниципального нужд и имущественных класс России с 1 апреля по текущий момент рассмотрено 27 жалоб участников закупок, из которых 4 жалобы возмещены в связи с их несоответствием с требованиями закона и 3 жалобы отозваны судителям. По существу было рассмотрено на заседании комиссии имущественного класса 20 жалоб. Из рассмотренных жалоб по существу 2 жалобы поданы на действия федеральных заказчиков либо их комиссий, 14 жалоб на действия заказчиков Республики Ингушетия и их комиссий, 4 жалобы на действия муниципальных заказчиков. Всего за отчетный период признано обоснованными и частично обоснованными 11 жалоб участников закупки. В ходе рассмотрения жалоб по существу и проведения плана проверок управлением выявлено 26 нарушений требований закона о контрактной системе. Теперь поговорим о типовых нарушениях, основных нарушениях, которые допускаются заказчиками и их комиссиями. Первое – это нарушение в части размещения информации в единой информационной системе. Так, заказчиками нарушаются сроки размещения извещения о проведении закупки, как конкурентных способов определения поставщика, так и в некоторых случаях при заключении контракта с единственным поставщиком на основании 93 статьи. Далее это нарушение порядка выбора способа определения поставщика. При этом наиболее часто заказчики нарушают требования закона о контрактной системе в части выбора способа определения поставщика при заключении контракта на основании 93 статьи. Нарушения могут выразиться в неправильном применении статьи 93, то есть заказчикам неправильно истолковываются положения конкретной части статьи 93 и заключается контракт с единственным поставщиком в первое время, как следовало осуществить закупку на основании конкурентных способов определения поставщика. Чтобы не допускать подобные нарушения, необходимо изучать правоприменительную практику в части применения данной статьи закона о контрактной системе. Также нарушение порядка выбора способа определения поставщика заказчикам допускается при превышении лимитов, установленных статьей 93 в части 100 тысячников контрактов. Зачастую мы выявляем такие нарушения, и достаточно много контрактов бывает, которые превышают лимит. Далее это нарушение порядка отбора участников закупки. Одно из самых основных нарушений, которое очень часто допускается и муниципалами, и региональными комиссиями. Это нарушение является одним из наиболее значимых для того, что влияет напрямую на интересы участников закупки. Обращаем внимание, что за нарушение порядка отбора участников закупки КОАПом предусмотрены существенные штрафы на аукционную комиссию заказчика. При этом участниками могут быть обжалованы данные действия аукционных комиссий Оренбургского УФАС. И в случае выявления нарушения порядка отбора участников закупки управлению выдается предписание об отмене протоколов и пересмотре заявок участников закупки. Далее это нарушение в части установления требований документации о закупках. Ограничение количества участников в части, касающейся нарушения требований документации
влекущих ограничений участия в закупке. Важно отметить, что основные нарушения допускаются при неправомерном расставлении документов требований к участникам закупки. Далее это нарушение порядка заключения контракта или неправомерное изменение его условий, а также заключение контракта с нарушением объявленных условий. При заключении контракта заказчиком допускается нарушение порядка заключения контракта. При этом случаи бывают разные, как нарушение срока заключения контракта, так и отказ заказчика заключить контракт с участником закупки. Как, например, недавно была ситуация, в управлении поступила жалоба от участника закупки. Согласно доводу жалобы, заказчик отказывается в заключении контракта с ним ввиду того, что он был единственным участником закупки, чья заявка соответствует требованиям аукционной документации. При рассмотрении жалобы по существу действия заказчика было признано нарушение порядка заключения контракта, виновные должностные лица привлечены к административной ответственности. Также было выдано предписание. Также часто при проведении совместных проверок с правоохранительными органами управлением являются случаи нарушения объявленных условий контракта. Поэтому важно отметить, что контракт заключается исключительно на ранее объявленных условиях документации и на основании предложения победителя аукциона или конкурсного отбора. В дополнение вышесказанного отмечаем также, что по-прежнему в управлении поступает очень мало обращений от заказчиков о включении недобросовестных участников в реестр недобросовестных поставщиков. Так, во втором квартале у нас всего лишь одно обращение, и на основании данного обращения участник был включен в реестр недобросовестных поставщиков ввиду неисполнения условий контракта. Внесенная по заказу и реклама административная. Про антимонопольный комплайенс. Последнее совещание у главы, когда были, я сказал о том, что комплайенс практически никем не разработан до конца в полной мере. Да, постановление, там приняты меры, да, это все есть. Допустим, та же карта рисков не разработана. В соответствии с постановлением правительства Республики Ингушетия, все органы государственной муниципальной власти обязаны разработать у себя этот комплайенс, получается, следовательно. Он зачем нужен вообще? Если сопоставить 18 год и 17, то рост выявленных нарушений у нас 173%. Если этот комплайенс органы госмуниципальной власти примут, федеральные органы комплайенса также обязаны его у себя принять, примут, то, соответственно, не мы выявим эти нарушения, а до нарушения, до стадии нарушения, получается, внутренний аудит такой, вы сами будете его выявлять у себя, ваши специалисты. Будете выявлять, поэтому без нашего участия это все будет происходить. Вот когда я в последний раз сказал об этом при главе, очень много бит также было, вот, почему нам не сказали, тогда не знаю. И начиная с президента России, заканчивая нами, мы об этом говорим, у нас уже получается целый год, и все равно мы к этому не пришли, и каждый раз новые биты, ну, значит, я был очень деандас, работа в этом направлении не идет. По административной ответственности и по рекламе, я коротко скажу. Так, по рекламе мы вынесли 4 решения нарушения требований закона. В принципе, это нарушение касается СМС-спама, это традиционно у нас, и незаконной рекламы медицинской услуги. Поэтому это как уже у нас традиционное нарушение законодательства рекламы, с ним боремся, укладываем штрафы, даем предписание, но, видимо, там штраф минимальный 100 тысяч на организацию. Видимо, оплачивать штрафы дешевле. То есть, да, доход от незаконной рекламируемой деятельности незаконной, да, больше, чем этот штраф, поэтому, видимо, особо не отражает. По административным делам, здесь будет там последний блок. Во втором квартале на основании решения нашего управления вынесено комиссии по контролю в сфере закупок. Нами вынесено 230 постановлений о назначении административного наказания на общую сумму около 5 миллионов рублей. Оплачено из них более 1 миллиона рублей. Наиболее частым нарушением является утверждение заказчика документации, не соответствующей нормам закона. Например, в результате неплановой проверки, проводимой комиссией Ингушетской власти России в сфере закупок в рамках рассмотрения жалобы юрлица на действия заказчика установлено, что документация закупки не указана в инвестиционный ход закупки на нарушение. Довольно часто продолжают у нас встречаться нарушения, когда вместо
проведения аукциона проводят запрос предложения. Вместо запроса предложения заключают прямые контракты. Вот. Но тех масштабов, естественно, которые были у нас в 2015 году, в 2014, 2016, по прямым контрактам этих масштабов уже нет. Кроме того, согласно статье 23.48 КоАП, Федеральный банковый налоговый орган рассматривает дела по административным правонарушениям, предусмотренным в том числе статьями 7.32.4. К примеру, на основании приказа Ингушской класса России была проведена проверка по отношению к муниципальному образованию республики, рядом муниципального образования республики. В ходе проведения проверки 10 муниципальных образований выявлены признаки нарушения требований статьи 17. То есть при любой проверке, кстати, которую мы выезжаем, в муниципальное образование постоянное нарушение — это вот незаконное выделение земельных участков. Просто вот как хотят, эти продают эти направо, налево. Не знаю, кто более тщательно должен за ними смотреть в этом плане. Мы каждый раз эти акты направляем в республиканскую прокуратуру. А если и проводят торги, то они просто формальностью заканчиваются. Протаскивают своего и все. Ну и плюс еще наша ментальность. У нас появилось еще заявки подаются, и тот, кто заранее договорился с администрацией о том, что он купит этот земельный участок, он начинает приходить к другим участникам торгов и говорить: раздиться Аллахта Шандерса, вот и диабет, не раз заудаться, сейчас, ну и так далее, и так далее. По землям очень много нарушений, и незаконное использование муниципального имущества тоже достаточно много. Вот, МРСК мы штрафовали на 600 тысяч рублей за то, что они, очень интересный момент, есть определенное время, просто там быстро не получится об этом рассказать, есть определенное время в месяце, есть определенное время в году, лимит, который не имеет права превышать МРСК. То есть электричество не имеет права просто отключать больше, чем это время. И если у них какая-то авария и так далее, они обязаны туда, там, другими, если, допустим, генератор подогнать, там, подключить эту улицу, если надо, этот город перекрестить к резервному источнику питания и работать в этом направлении. Если они там 76 часов, допустим, в течение там, полугода, если они отключают, то это является прямым нарушением, это вот штраф 600 тысяч каждый раз. То есть это довольно существенная мера. Это же касается и физлиц. То есть у нас дома отключает свет там, в течение суток более чем на 12 часов, допустим, на это уже все. Можно писать жалобу, будет штраф. Пока мы их не приучим, пока мы не приучим ресурсоснабжающие организации работать по закону, теми жалобы и так далее, они не будут работать. Для них это было открытием о том, что они не имеют права нам отключать свет из-за того, что у них авария. Да, так и есть, не имеют права более чем установленное время. И в этом направлении, если вам будет интересно, прийти к нам в Ингушскую класс России, и мы более подробно об этом разъясним. Обжаловано у нас было 12 постановлений о наложении штрафов, ни одно из этих постановлений судом отменено не было, все они остались в силе. Единственное, по некоторым административным правонарушениям суд признал деяние малозначительным. Но в принципе, в тех случаях, когда суд это признал, мы с этим согласились и пока не обжаловали. В частном секторе, если это будет более 12 часов, это любой. Да. Там просто есть нюансы, там от 6 до часов. От 6 Да, даже от 6 часов, да, есть некоторые нюансы. Если отключать, да, у нас есть соцсети, у нас есть наша страница, у нас есть форма обратной связи в нашей странице. Поэтому у нас тут просто есть телефон. Если есть такие случаи, мы можем писать и, соответственно, обращаться к нам, вот, мы будем привлекать к ответственности. Вот буквально сегодня другое еще постановление протокола административно вынесли, также в отношении МРСК, также была жалоба, и также будет штраф 600 тысяч рублей. Первый штраф, кстати, наш обжаловали в арбитраже суде Республики Ингушетия, суд первой инстанции оставил в силе. Позавчера, 10 числа, получается, у нас была апелляция, суд апелляционной инстанции также его оставил в силе. Но МРСК с этим штрафом были согласны, они согласны, что они нарушили, но они просили снизить штраф до 100, по-моему, до 200 тысяч рублей. Но суд им отказал. Максимальный штраф. Максимальный, да. Нет, по фиксированному он 600, но суд у нас, получается, имеет право там, по своему усмотрению скидку делать 50%. Ну, вообще-то 300 тысяч, меньше не могут. Естественно, можно сказать, было еще меньше. Но штраф пока остался на время 600 тысяч рублей. У нас еще представители Министерства экономики. Да. У нас
Между Федеральной антимонопольной службой и правительством Республики Ингушетия заключено соглашение о взаимодействии в целях реализации национального плана развития конкуренции. По этому плану мы также обязаны, взяли на себя ответственность, получается, обязанность ответственности нашей, о том, что мы будем говорить о нарушении госзаказа, просвещать в этом направлении, привлекать и МСК, и Газпром, и остальные субъекты, естественно, монополии, будь то там аэропорт Республики Ингушетия, и разъяснять им правоприменительную практику нашего управления. У нас Минэк тоже в этой работе участвует. Надо меньше что сказать. Пока нет. Мы пропустили, у нас там мероприятие состоялось еще. У вас новый министр, да? Да. Ну, тогда, если есть вопросы, мы на них ответим. Если нет, то, учитывая температуру, мы еще сократили максимально наши доклады. Выдала лесол, когда вторая. Я слышал,